Біздің тұтынушымыз 970 аппаратын шатырдың гидроизоляциясын жасауға, су өткізбейтін сұйықтықпен жабуға сатып алған болатын. Біз есіктен шығара алмадық, аппаратты көтеріп 4 жігіт алысып ана жерге сыймай қойды. Сонымен аппаратты 3 бөлшекке бөлдік. Егер біздің көрермендеріміздің арасында осындай 970 аппаратын алып, осындай жағдайлар кезіккен болса, сол кісілерге арнап көрсете кетейік дегенбіз. Аппарат 3 бөлікке оңай шешіледі. Осылай шешуге бар болған 5 минут уақытымыз кетті. Тұмсығын шешіп алдық бөлек, қозғалтқышы бөлек, негізгі бөлігі салмағы жеңілдеп қалды. Қазір төбеге шыққан кезде қайтадан жинап көрсетеміз сіздерге. Құрметті көрермендер, біз келесі Окси 970 аппаратымызды Сергей есімізді біздің клиентімізге жеткізіп бердік гидроизоляция қолдануға. Қазір Сергейден біз біраз ақпараттар сұрайтын боламыз. Мен орысша дұрыс білмеймін, сонда да күлкі қылмай тыңдасаңыздар болады. Ваш зовут Сергей, да? Совершенно верно, да. Вы сколько лет занимаетесь с этим работой? С 2018 года. До сих пор вы какие оборудования пользовались? Мы обычно пользовались подручными средствами, типа валиков, кисточек. И вот увидели рекламу вашу этого аппарата, решили взять попробовать. Вот, сейчас закрыли часть крыши, очень довольны. Скорость, производительность работ возросла просто в разы. Вот, нравится чистота укладки материала. Мы работали полиакрилами в данный момент. Также будем тестить их еще на синтетических материалах. Каучуки и также полиуретаны в будущем. Ну, мы вас пригласим для этого. Все. И мы знаем, вот эти, это аналог американского аппарата Graco. Они стоят примерно выше 4 миллиона, да? Сейчас? 4 да. миллионов. Качество как по ценам? Ну, сейчас примерно видно же, но время показывает, да? Это? Цена, конечно, в разы ниже. Вот, производительность та же. Вот, подача материала, в принципе, ничем не отличается. Как наши работы, вот мы привезли вам, показывали все нравились? Все в срок, точно, да. Все в срок. Тогда в делах сверху сейчас поднимаемся, и вашим работникам тоже. Сотрудник расскажет. Все хорошо, конечно, пусть презентует материал. Все. Ладно, спасибо. Ну, пожалуйста. Удачи вам. И вам. Вот мы сейчас стоим с Олегом. Олег занимается гидроизоляцией. Давайте с нашего аппарата сейчас несколько вопросов задаем. Как работает наш аппарат? Вам понравится? Да, нам очень понравился ваш аппарат. Классно, все четко. Он прям забивает наши поры. Уже не надо катать сильно валиком. Так что и высота нормальная. Вот что. Держим, все ништяк у нас. По скорости валиком сколько метров квадрат в день можно сделать и с нашим аппаратом? Ну, можно так сказать, валиком, 100 квадратов. Ну, можно сказать, материалом уже можно за день уложить. Ну, а вашем, можно так сказать, 200, 250 и больше. Ну. Потому что работа в 2 раза быстрее пошла. Вот так вот. И по качествам как? По качеству аппарата?
Нет, работы валиком или с аппаратом Нет, одинаковые, да? пульверизатором это однозначно лучше, что мы давлением забиваем в пору его, и что валиком не надо его вдавливать и все остальное. Тут ты спокойно стоишь, держишь его, и он давлением забивает тебе его во все поры. Что мы уже будем уверены, что у нас нигде водичка не потечет. Вот наш аппарат купили, очки, одевали, крутые мы ребятами стали. И наш аппарат выполняет несколько функций. Вот, например, вы иногда будете чистить кровли, Ну, что- мыть. Вот как здесь забито, например, что с таким давлением мы можем, как вы говорите, 500 бар включить и пройтись. Где трудные места, где ты уже, ну не то что здесь, а углы, где-то там, что ты уже можешь кешером подойти и вот там хорошо промыть. А не надо там щетка и все остальное. А у нас, который кешер есть, вроде мощный, ну не 500 бар. И еще, когда с аппаратом работаешь, не надо материал туда-сюда таскать, да? Да, Синус ставишь и без перерыва. Да. Можно Главное, чтобы покрасить. там кто-то сидел и смотрел, и менял нам, свистел. Я думаю, это не 2 раза, может 3-4 раза побыстрее будет, Да. чем валиком. Нет, да, это может быть даже в 3-4. Я сейчас поработал и сейчас посмотрел, что да, это намного быстрее идет. Больше в 3-4. Надо поработать, а потом оставлять отзывы уже по нему. Да. А вы сколько лет работаете в гидроизоляции? Гидроизоляции я с 2020 года. 2 года. Да. Новичок, да? Я новичок. Давайте про ваши работы сейчас посмотрим, как, может, нашей аудиторию это интересно. Везде есть кровля, Мгм. везде течет. Через 10-20 лет все равно вода бежит. Мгм. С этим что надо делать? Ваш опытом разделитесь с нашим аудиторией. Ну, можно, во-первых, надо хороших мастеров, чтобы сразу, если ты кровлю один раз постелил, она должна у тебя лет 20 проработать. Все, что мы гарантию даем, и фирма наша дает гарантию, что мы приезжаем, что нам завод говорит, вот у нас 10 лет гарантию на наш материал, мы приезжаем к вам, говорим клиенту, с клиентом договариваемся, делаем договор уже завода, что завод гарантирует вам, например, что он дает на наш материал 10 лет гарантии. И мы на свою работу от 5 до 10 лет тоже даем гарантию, смотря какая кровля. Вот так вот. И зависит от мастера и материала, да? Да, и мастеров. И наше оборудование. Да, ну и самое главное, чтобы ваше оборудование хорошо загонял материал в поры. Вот так вот. Тогда давайте поедем туда и расскажем про вашу работу. Вот это все вы делали, да? Да, нет, сейчас идет у нас ремонт. Вы видите, тут есть кровля рулонная. Сейчас мы производим ремонт. Тут у нас идут белые полосы, это геотекстиль. И материал не буду рекламировать. Это ремонтный материал. Промазываешь, ложишь материал, сверху замазываешь. Работаем по швам, по ремонтным зонам, где требуется ремонт. Швы, рулонка где-то вздулась, рулонку отрезаем, сушим, потом опять жгем, приклеиваем и сверху этим же материал. Этот материал у нас дышащий. Мы этим материалом проходим, потом даем время, чтобы крыша прожарилась хорошо. И потом уже финишным слоем проходим. И считай, все у нас. А температура важна здесь? Сколько градусов должно быть? Нет. У нас насчет этого температура, по всем по материалам все пишут плюс 60. Да, и которым мы материалом работаем, у него минус 20. Можете с ним работать. Мы в том году работали в декабре с ним. Он как и сейчас, так и... там минуса не было, где-то минус 5 было. Мы вот работали, это не последнее, а вот заключение у нас было. Материал классный, мне он нравится, например. Вот так вот. И сейчас вот этот материал наносили с нашим аппаратом. Потом что будет? Вот, например, здесь вот эти Да, сперва
Это грунтовка. Ага. Это у нас вот эта часть у нас загрунтована и произвели ремонт. Мы здесь сделали ремонт полностью по всем трещинам, где-то были пузыри, все скрывали. А вот эта часть, это можно сказать свыше, мы уже его делаем гидроизоляцию. Это как первый слой. Это другой материал. И этого материала у нас будет следующий, это уже как финишный будет. Но финишный не получится с вашим аппаратом. Да, потому Может, что там фибра добавлена. Она будет сопло забивать. Вот так вот. Вот Тоже единственное. интересно, Ну, можно посмотреть, да, можно. да или нет, потом. Да, а потом говорить. Скажем. Да. А так мы этим материалом работаем и другим. Ну, у нас есть много вариантов. Ну, сейчас мы двумя материалами работаем. Для основного мы покупали аппарат хороший, красивый. Для другого материала, не для этого. Ну, на том материале он, как у нас идет уже больше краска, ну, как Сергей говорил, что краска на каучуковой основе. Вот так вот. Все тогда. Спасибо вам. Удачи вам на работу. Вы работаете с этим аппаратом, мы, может, через месяц приедем к вам, как ваше дело идет, наши аппараты, как себе показывает. И мы к вам еще бензиновый двигатель в подарок дали, да? Я не знаю, честно. Я с вами же Приедет знаю. вам ваш шеф. Ага. Мы дадим. И спецодежды нашей, Оксипроп, наша компания. Ага. Ладно, так, спасибо вам. Ну, мы вас позовем, когда мы будем другой материал наносить, который, ну, вы там, может, видели в банке, вот. Как мы его начнем наносить, мы вас позовем, чтобы вы приехали, посмотрели. Может, вам интересно будет заснять это все, как он ложится, без проблем. Ну, так вот. А вы будете рекомендовать наши аппараты, да? Теперь? Ну, конечно, почему бы и нет. Если он сейчас себя хорошо покажет, ну, пусть все покупают. Я насчет этого аппарата, я как пришел, я изначально насчет этого аппарата говорил. Я категорически не люблю валики, кисточки. Я против этого. Я не знаю, с детства я против этого. У меня просто дома и дом я красил, все, компрессор, пульверизатор большой вот, для эмульсионки и все остальное. Я вот насчет этого мне больше нравится, чем вот этим заниматься, как валиками, кисточками и всем остальным. Так что вот так вот. Я довольный, да, я довольный, что мы приобрели у вас такой аппарат. Что работа намного быстрее происходит. Тогда заканчиваем здесь отзыв. Спасибо вам, хороший отзыв. Давайте что-то Каганат поедем. Да, пойдем в Каганат, только там уже ждут нас. Да. Все, спасибо вам. Все, Удачи. давайте. Сонымен біз келесі 970 аппаратымызды келесі тұтынушымызға жеткізіп беріп, түсіндіріп, көрсетіп, барлығын жұмыс барысында қалай жұмыс істеу керек, қалай тазалау керек, қалай қосу керек, электричество болмай қалған жағдайда не істеу керек, соның бәрін түсіндіріп айттық. Біздің аппараттарымыз қызық болса, төмендегі номерге хабарласып, біздің менеджерлерден кеңес сұраңыз. Сатып алған жағдайда тура осылай сіздерге жеткізіп беріп, қосып беріп, көрсететін боламыз. Сіздермен болған Оксипроп компаниясы және мен Қуанбай Ерназар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.